Лицемеры выходят из ислама двумя способами, и это важная тема. Первый – это очевидный выход, то есть вероотступничество, ридда. Вы были мусульманином, а теперь все знают, что вы уже не мусульманин. Вы снова стали неверующим, кафиром. Но есть и другой способ оставления религии, когда внешне вы по-прежнему ведете себя как мусульманин. Но делаете это исключительно ради практических выгод, поскольку если вы прямо заявите, что вы не мусульманин, то это может иметь отрицательные последствия. Вы потеряете свой общественный статус, но внутри ничего не осталось от ислама. Человек начинает выбирать, что соблюдать из религии, а что нет. И это одно из главных посланий этой суры. Вы находитесь не в том положении, чтобы выбирать, что из религии вы принимаете, а что отвергаете. Или вы не находите для себя комфортным что-то, и поэтому считаете, что это не обязательно делать. Это самая популярная тема в общении на тему ислама. Совсем недавно, буквально вчера, я общался по интернету с одной молодежной группой из Вашингтона. Во время беседы появилось одно утверждение. Какая-то молодая девушка писала: «Меня все устраивает в исламе, кроме хиджаба. Мне кажется, что главная идея хиджаба является защита мужчин от взглядов на нас, поэтому я не вижу в нем никакого смысла». И если мы начнем рассказывать ей обо всех социальных пользах ношения хиджаба, что это сохраняет честь и достоинство женщины и так далее и тому подобное, то уверен, что наш разговор пойдет в неправильном русле. Мы должны вернуться назад и задать себе более фундаментальный вопрос. Давайте представим, что вы спросили бы Ибрахима, мир ему. Пророк Ибрахим, мир ему, тоже любил религию. Но как-то раз Всевышний Аллах повелел ему: «Возьми свою семью и оставь ее в пустыне». Он не из тех, кто сказал бы: «Я очень люблю ислам, но оставить мою семью в центре пустыни на верную смерть? Ну, я не знаю. Что-то мне не совсем это нравится». Или когда надо было броситься в пылающий огонь. Он не сказал: «Знаете, мне все нравится в исламе, кроме того, что я не хочу сжигать себя живьем. Нет, мне кажется, это слишком». Но он так не сказал. Затем Аллах говорит: «Приставь нож к горлу своего сына». Но Ибрахим, мир ему, не сказал: «Знаешь, я люблю ислам, но также я люблю и своего сына. Я не понимаю, зачем я должен это делать. Ты можешь дать мне логическое объяснение, зачем я должен это сделать? Есть ли практическая польза от этого поступка? Нет». Вот что Аллах привел нам в суре Корова. Вот Господь сказал ему: «Подчинись», и он, Ибрахим, ответил: «Я подчинился. Я полностью покорился Господу миров». Итак, перед тем, как говорить о каком-нибудь аспекте религии и пытаться найти в нем логику, вы должны понять более важную мысль. Аллах сделал эту религию средством подчинения Ему. Если у вас возникают сложности в покорности Аллаху, то значит у вас проблемы с самим исламом, с самой главной идеей этой религии. Это не значит, что вы не должны понимать законы Всевышнего. Однако и вы, и я, как только мы узнаем о них, мы должны их принять, и неважно, подходят они нам или нет, видим ли мы в них логику или нет, мы должны покориться. О те, которые уверовали. Мы сразу понимаем, что этот аят обращен к нам. Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, Аллах не сказал, что если все мы отступим от религии. Речь идет о группе из нас. И слово «ман» — «кто» в арабском языке может относиться как ко множественному числу, так и к единственному числу. Значит, в аяте может говориться и об одном человеке. Так вот, если некоторые люди или один человек отступит от религии, я уже сказал, что это может произойти двумя способами. В первом, они открыто отвергают ислам полностью. А во втором, хоть они внешне и проявляют религиозность, но в душе они совсем не подчинены Аллаху. Они не видят смысла в том, чтобы жить по приказам Аллаха. И такие тоже отвернулись от ислама. Даже если никто, ни один человек не видит этого. Мы видим человека, предполагая, что он мусульманин, и говорим ему: «Ассаляму алейкум ва рахматуллах». И нам не нужно гадать, что у него в сердце. Но Всевышний видит, что у него в сердце. Итак, если кто-то из вас отступит от своей религии, то что говорит Аллах дальше? То скоро, очень скоро Аллах приведет других людей, другую общину. И это очень интересно. В первой части аята говорится: даже если один из вас отступит от религии, а затем он говорит, что приведет целую общину вместо вас. Другими словами, вы начинаете думать, что вы какой-то особенный. Думаешь, Аллах нуждается в тебе? Считаешь, что твой вклад в ислам огромен, что ты незаменим? Аллах может привести целую общину вместо тебя. Ты не представляешь какой-либо ценности. Не ставь себя слишком высоко. Нас уже заменяют другими.
И одно из главных значений этого аята — это пробудить в нас смиренность, чтобы мы знали свое место, что в этой религии, когда мы удостоились чести произнести слова «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха, мир ему и благословение», это на самом деле был дар и великая милость Аллаха к нам. И если вы не будете ценить этот дар, то кому вы нужны? Есть огромное количество других людей, которые будут ценить милость Аллаха больше, чем вы и я.